Россию окончательно вернулся комплекс «Готов к труду и обороне». Глава государства Владимир Путин подписал закон о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Напомним, еще в 2014 году правительство России разработало и приняло ряд документов, направленных на воссоздание комплекса. Каким он был раньше, каким станет теперь и что нужно, чтобы получить заветный значок, расскажет Саргалана Захарова. Комплекс «Готов к труду и обороне» появился еще в начале 30-х годов прошлого столетия. Он поддерживался и финансировался государством и был частью системы патриотического воспитания. Просуществовав ровно 60 лет, он успел стать частью жизни нескольких поколений наших соотечественников. С 1931 до 1941 года число людей, которые сдали нормы ГТО первой ступени, составляло 6 миллионов человек. Вторую ступень сдали около 100 тысяч. А уже к 1948 году людей, вовлеченных в спорт, было более 7 миллионов. Эта цифра резко возросла в 1977 году, когда в стране нормы ГТО выполнили более 52 миллионов человек. Тогда программа была нацелена на повышение общего уровня здоровья населения и создание определенной прослойки в обществе, всегда готовой к военной обороне. Цели современного ГТО немного отличаются. Это увеличение процента населения, регулярно занимающегося спортом, а также продление в целом жизни россиян. Словом, как привлечь к регулярным занятиям физической культуры подавляющее большинство наших граждан? Одна из инициатив в этой сфере – возрождение ГТО, благодаря которому выросло не одно поколение активных и здоровых людей. Современное ГТО от советского отличается еще и охватываемым возрастом. Если раньше нормативы сдавались с 10 до 60 лет, то сейчас их могут сдать как 6-летние дети, так и великовозрастные люди старше 70. Но несмотря на это, существуют и определенные противопоказания. Отметим, обязательное условие перед сдачей ГТО – медицинский осмотр. Конечно, есть сердечно-сосудистые, это мочеполовая система, да, то есть это пелонефриты, гломерулонефриты, пороки, различные пороки сердца, да, допустим, и, соответствующие там со стороны опорно-двигательного аппарата, да. Но если здоровье позволяет, то за знак отличия ГТО стоит побороться. Абитуриентам он даст возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы, а студентам прибавку к стипендии. Что касается работников, то закон дает возможность компаниям и организациям поощрять достижения в ГТО. Сейчас правительством разрабатываются механизмы стимулирования взрослого населения. Получивший знак отличия, например, золотого знака, это будет играть роль при поступлении на работу, дополнительные дни к оплачиваемому отпуску, а также всякого рода премии. Но для этого необходимо пройти 4 обязательных и в среднем 6 дополнительных испытаний. К дополнительным относятся такие виды спорта, как прыжок в длину с места, метание снаряда, стрельба, бег на лыжах, бег по пересеченной местности, туризм. Их выбирает сам сдающий, а количество испытаний определяется согласно его возрастной группе. Пройти испытания в своей категории с начала возрождения в стране комплекса решились немало известных людей. Среди них и политики, и звезды. Кто-то прошел, а кто-то просто был доволен тем, что присоединился к новому тренду. Саргалана Захарова, Дмитрий Сергучев, Якутия. День за днем. Одним из пилотных регионов России, где с этого года внедрен комплекс ГТО, является Якутия. О том, каких результатов удалось добиться за это время, нам расскажет гость студии, начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы Управления физической культуры и массового спорта Якутии Александр Брызгалов. Александр Васильевич, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый вечер. И мы перейдем к вопросам. Собственно, как в Якутии обстоят дела со сдачей ГТО, кто первым сдавал возрожденный спортивный комплекс? Скажем так, что очень много людей и населения интересуется данным комплексом, живой интерес имеет. И на сегодняшний день, можно сказать, более 40 тысяч человек прошли в рамках апробации вот этот комплекс. Но по линии управления физкультуры и по линии спорта, как официально данные, можно сказать, где-то 4,5 тысяч человек прошло через наш центр тестирования. Это при управлении физкультуры массового спорта. И одним из первых, это, конечно, мы благодарны, это общественные организации молодежные. Хорошо. Один из главных критериев, естественно, ГТО – это спорт, это, естественно, состояние здоровья, наличие справки о состоянии здоровья необходимо человеку, чтобы пройти ГТО. Ведется ли подсчет тех, кто по здоровью, к сожалению, не может сдавать?
Сейчас как более организованно это школьники, да. При школе у нас имеются и медсестры, медработники, и вообще вот по детям у нас более-менее так еще можем мы посчитать, что сколько количество детей относится к основной группе здоровья. А по населению, да, это уже более такой сложный сейчас на сегодняшний день. Но до 2017 года, наверное, мы это все примерно в процентных соотношениях, наверное, узнаем все это дело. То есть все-таки в дальнейшем планируется вести такой подсчет? Да, в дальнейшем это обязательно будем планировать, потому что данный комплекс предназначен для того, чтобы это улучшить здоровье населения. Но так как мы говорим про Якутию, Якутия все-таки большая часть территории сельская местность. Как обстоят дела с организацией сдачи нормативов в сельской местности? Ну, сейчас мы как в тестовом варианте имеем выездную комиссию. Мы сами выезжаем в районы и где-то 3-4 дня полностью обходим все населенные пункты, опробируем всех желающих, потому что данный комплекс предназначен для всего населения, от 6 до 70 и свыше по возрасту, да. Поэтому для стадии становления мы посчитали, что это лучше, потому что мы, чтобы сами подошли до каждого, объяснили, что и как, можно сказать. А вообще сколько центров сдачи стационарных в Якутии есть? По линии Министерства спорта подписан приказ о 6 республиканских центрах тестирования. Я могу сказать, что это Управление физкультуры и массового спорта является региональным оператором в Республике Саха-Якутия, да? И плюс к нему еще 6 центров. Это футбольная школа Нейрингри, детская юношеско-спортивная специализированная школа имени Аквиада Иванова, это Сунтари, который будет курировать Вилюйскую зону. Черепчинский государственный институт физкультуры и спорта, который курирует Заречные, плюс Тампонский и Усмайский район, и Северо-Восточный федеральный университет институт физкультуры. Он будет курировать центральные улусы и непосредственно город Якутск. Также в Мирнинском районе при спорткомитете будет создана этот центр тестирования, который будет курировать 2 района, это Мирный и Ленинский. И по северным районам мы будем работать так, что мы будем создавать в местном уровне муниципальные центры тестирования, которые напрямую будут работать с региональным оператором. Александр Васильевич, спасибо большое, что уделили нам время, ответили на наши вопросы. Удачи вам в работе и до встречи. Спасибо.